день, уважаемые зрители! Мы продолжаем нашу рубрику «Великие сыны казахского народа в памяти поколений». Сегодня наш видеофильм посвящен одному из лидеров алашского движения, яркому и талантливому государственному и общественному деятелю Алимхану Абиевичу Ермекову. Именно ему идейный руководитель движения «Алаш» доверили высокую миссию отстаивания государственных интересов, а произошло это летом 1920 года. Должности члена киргизского ЦИК, Центрального исполнительного комитета, Алимхан Ермеков делегируется в Москву, где на заседании под председательством Владимира Ильича Ленина делает доклад о положении Казахского края вообще и по вопросу о границах в особенности. Тогда, в процессе 4-месячной кропотливой работы и острой дискуссии о границах республики, Алимхану Ермекову удалось добиться возвращения Казахстану ряда очень важных территорий, которые ранее принадлежали России. Среди них Акмолинская и Семипалатинская область, а также северное побережье Каспийского моря. В наши дни эти территории имеют огромное значение. В Акмолинской области теперь находится столица нашего государства, а на Каспийском побережье сосредоточены основные запасы нефти и газа. В 1912 году, окончив Семипалатинскую мужскую гимназию золотой медалью, Ермеков подает документы сразу в 2 высших учебных заведения – Петербургский университет и Томский технологический институт. По конкурсу аттестатов проходит в оба, но останавливает свой выбор на Томском технологическом институте. Он выбирает геолого-разведочный факультет. Здесь, в Томске, он знакомится с выдающимся путешественником и другом Шуханова-Алиханова Григорием Николаевичем Потаниным. Это знакомство оставило в душе молодого человека след на всю его долгую жизнь. В 1912 году я поступил в Томский технологический институт на геолого-разведочный факультет. Приехав в Томск, устроился с жильем по АВ и решил навестить Григория Николаевича Потанина. В его лице, казалось мне, собрались все горести печальника нашего народа. Однажды Потанин взглянул мне прямо в глаза и сказал: «Смотри, Алики, твои знания – это знания всех казахов. Учись и учи других». 1917 год. Февральская революция. Николай II отрекается от престола. У народов России, а также и у казаков появляется возможность вновь обрести самостоятельность. В это время Алимхан Ермеков студент уже 5-го курса Томского института. Он прерывает учебу. Революция и события, связанные с ней, захватили его. Он возвращается на родину Семипалатинск. С 1917 по 1920 год он становится активным участником общественного движения. В Семипалатинске Ермеков сближается с Алиханом Букихановым. В декабре 1917 года в Оренбурге на Всеказахском съезде партии «Алаш» было избрано правительство Алаш-Орды во главе с Алиханом Букихановым. В своих воспоминаниях он пишет: «Среди казахов я не встречал более образованного и великого человека, чем Алихан Букиханов». В состав правительства наряду с другими представителями передовой национальной интеллигенции вошел и Алимхан Ермеков. Он был одним из самых молодых, деятельных и энергичных представителей алашского движения и со свойственной ему целеустремленностью делал все для того, чтобы казахский народ обрел свободу и независимость. Поэт Султан Махмуд Турайгыров в своей поэме, посвященной лидерам Алаш, так охарактеризовал Алимхана Ермекова: «Молодой Ермеков хваток и прозорлив, как быстролетный и зоркий сокол. Основная цель, которой мы руководствовались при создании партии Алаш, была судьба казахского народа. Создание независимого государства наравне с другими развитыми высококультурными народами, обладающими богатством территории и государственностью». В 1937 году начнется самая жестокая охота за шпионами, вредителями, агентами империалистических разведок. Близких друзей Ермекова, Байтурсынова, Букиханова, кого раньше, кого позже расстреляют. Ермекову удается бежать, но его находят. В течение 2 месяцев его подвергают пыткам.
По ложным обвинениям в контрреволюционной деятельности он находился под следствием и заключении на протяжении 18 лет. В биографии Ермекова будут города Куйбышев, Ташкент, Джамбул, Алмата и Караганда. После окончательного освобождения с большим трудом при помощи ведущих казахских ученых Ермеков устраивается на работу в Карагандинский горный институт, где он работает старшим преподавателем, читая курс высшей математики для студентов первого курса. Ректор института будет пытаться восстановить Ермекова в его ученом звании. Начнется долгая изнурительная переписка с официальными органами. Будут подключаться высокие инстанции, собираться характеристики и справки. Но все будет безуспешно. Дав ему юридическую реабилитацию, государство отказало Ермекову в гражданской. Так и не восстановившись в звании профессора, Алимхан Абеович Ермеков остается для всех профессором Ермекова. Несмотря на годы унижения и испытаний, проведенных в жестокой неволе, Ермеков сумел сохранить человеческое благородство и милосердие, интеллигентность, мудрость, педагогическое мастерство и талант ученого. До конца своих дней Ермеков проживет в городе Караганде. Его не стало в 1970 году, в возрасте 79 лет. Именем Алимхана Ермекова названы улицы в городах Караганды и Каркаралы. В 1998 году в Актогае, на родине Алимхана Ермекова, открыт памятник землякам-активистам, руководителям партии Алаш. Алимхану Ермекову, Алихану Букиханову, Жакыпу Акбаеву.